Бразилии принят закон, текст которого полностью написан с помощью искусственного интеллекта чат-GPT. В Якутске завершился двухдневный федеральный форум «Цифровой алмаз», а компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер GTA 6. Это новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Горсовет Порту-Алегри, столицы бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул, принял закон, текст которого был полностью написан с помощью искусственного интеллекта чат-GPT. Документ создан нейронной сетью по запросу участника городского совета Рамиру Росариу. Законопроект позволяет муниципалитету не взимать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. Документ уже одобрен советом и подписан мэром города. О том, что законопроект разработан нейросетью, участники горсовета, мэр и горожане узнали только после его принятия. Военные КНДР официально начали эксплуатацию военного разведывательного спутника, запущенного 21 ноября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Отвечать за работу спутника будет так называемый кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. При этом, как отмечается, он будет функционировать в качестве отдельной военно-информационной организации. Но российский космонавт Константин Борисов продемонстрировал нагрузочный костюм с необычным названием «Пингвин-3», а еще рассказал о его влиянии на организм на борту Международной космической станции. Смотрите эксклюзивные кадры. По словам Борисова, костюм устроен таким образом, чтобы за счет натяжения жгутов и стремян создавать давление на плечи и подошвы стоп человека. Главная задача такой одежды – поддерживать тонус мышц в условиях невесомости. Если в костюме полностью расслабиться, то ты будешь такой сгорбленный человек, у которого ноги согнуты. Это вот если совсем попробовать не уснуть. Спать, ну, конечно же, неудобно, никто не спит. Но для того, чтобы обеспечивать работу мышц, ты стараешься все время спину держать прямо. И таким образом все время чуть-чуть сопротивляешься тому, что костюм притягивает тебя вниз. И время от времени делаешь упражнения. Борисов отметил, что в условиях долгого космического полета рост человека может увеличиться из-за растягивания позвонков. Во избежание нежелательных последствий таких изменений космонавты носят костюм по несколько часов в сутки. Можно просто испытывать неприятные болевые ощущения от того, что спина вытягивается, там что-то по-новому защемляется или поворачивается неприятно. А во-вторых, просто можно не поместиться в кресло и испытывать затруднения при реабилитации на Земле. Во-вторых, плотность костей у нас снижается во время длительного полета в невесомости. Этот костюм помогает снизить этот негативный эффект. Российский космонавт Константин Борисов прибыл на МКС 27 августа на борту американского космического корабля SpaceX Crew Dragon с экспедицией Crew 7. В состав экипажа также вошли астронавт НАСА и командир Crew 7 Жасмин Мокбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фуракава. Константин Борисов – третий российский космонавт, полетевший на МКС на борту ракеты SpaceX. Его предшественниками стали российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, прибывшие на станцию в октябре 2022 года и в марте 2023 года соответственно. Правительство России вложило в текущем году свыше 300 миллиардов рублей в реализацию и развитие отечественных решений в сфере IT. Так, правительство стимулирует оборот софтверных российских компаний, который составил 1 триллион 700 миллиардов рублей, и формирует по поручению президента нацпроект «Экономика данных». На сегодня в российской IT-отрасли заняты более 820 тысяч человек, и это число будет только расти. IT-специальности в текущем году стали одними из самых востребованных среди абитуриентов российских вузов. В целом, стратегия развития отрасли связи до 2035 года предполагает, что базовые станции стандарта 5G должны появиться во всех городах, где проживает более 100 тысяч человек. Речь в том числе идет о доступе людей к качественным услугам связи и
передачи данных вне зависимости от места их проживания. Согласно намеченным стратегии и целям, средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 мегабит в секунду. При этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает более 60% населения нашей страны. В Якутске завершился двухдневный федеральный форум «Цифровой алмаз». Открыли второй день форума сразу 2 мероприятия на разных локациях. Подвели промежуточные итоги арктической стартап-экспедиции в креативном кластере «Квартал труда» и республиканский хакатон в точке кипения. Подробности самых значимых событий у Марферины Алексеевой. Второй день форума ознаменован рядом стратегических решений. Так, Фонд национальных технологических инициатив выделит Якутии 100 миллионов рублей на открытие новых кинозалов. Еще 123 новых кинозала откроются в малых селах Якутии по проекту «Экстра Синема». Сегодня в республике уже действует 27 залов. В следующем году за счет регионального бюджета откроется еще 23 и 100 залов с помощью национальных технологических инициатив. Так, в Якутии будет создана сеть, которая по масштабу будет единственной в России. «Экстра Синема» на этом не останавливается. На форуме они представили новую модель кинопроекта. Проектор разработан специально для больших учреждений, для домов культуры, для университетов. Он очень яркий и имеет встроенный медиасервер, который может любой зал практически превратить в кинозал и демонстрировать там лицензионное кино. То есть, если наша первая модель проектора была для небольших населенных пунктов, там, до 10 метров ширины экрана, а этот уже может работать до 14 метров ширины. Лучшую креативную практику Якутии масштабировали на 18 регионов России. Так, дальневосточная стартап-экспедиция переросла в арктическую. Это конкурсная презентация проектов по 8 направлениям. На форуме состоялся финал по разработке игр. Мы подводим итоги по 4 из них, предварительные итоги. Это у нас прошли, получается, с сентября по текущий день по анимации в Хабаровске, по кино в Мурманске, по дизайну одежды в Биробиджане. И здесь, на площадке «Цифрового алмаза», 12 разработчиков игр представили свои проекты. И в каждом из направлений один победитель получает приз в сумме 1 миллион рублей. Уже есть, да, первые какие-то от экспертов, например, от Сколково, уже заинтересованность в том, чтобы развивать эти проекты, потому что большой потенциал в них. Арктическая стартап-экспедиция может стать международным проектом. Участие в нем могут принять страны Азии и Ближнего Востока. Об этом на форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чукунков. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество со странами, которые разделяют позицию России, уважают позицию России защищать суверенные ценности, защищать многополярный мир сотрудничества, гармонии. И такие наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов и с Дальнего Востока, и с России, и со всего мира. Новшество форума этого года – практические сессии. Это прямое взаимодействие участников и экспертов, обратная связь и реальные действия для осуществления тех или иных предложений. Уже сегодня видны положительные результаты практических сессий. В результате этого форума, в котором принимают участие много руководителей региональных органов власти со всей Российской Федерации, связанных с цифровой трансформацией, будут подготовлены ряд практических предложений для реализации крупного национального проекта, который в нашей стране стартует, экономика данных. И, конечно же, здесь вот я считаю, что как раз такие мероприятия, как наш цифровой форум, «Цифровой алмаз», на котором встречаются именно практики, это будут те площадки, с которых будут генериться те предложения, которые потом уже найдут свое воплощение в нашем новом национальном проекте. Это очень важно, это очень нужно. Закрытие форума ознаменовалось награждением участников мероприятий форума «Цифровой алмаз». За 2 дня форум посетило более 2000 участников. Подписаны десятки экономически важных соглашений для реализации инициатив в сфере высоких технологий, образования и финансирования проведения интернета в удаленные поселения Якутии. Республика в очередной раз объединила регионы в сфере креативных индустрий и подтвердила высокий статус развития в этой сфере. И в завершении новости из мира видеоигр.
видеоигр. Компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер GTA 6. Местом действия станет современный Vice City. События шестой части развернутся в вымышленном американском штате Леонида, который включает в себя Vice City и его окрестности. В последний раз игроки оказывались в этом городе в 2006 году, когда вышел портативный спин-офф GTA Vice City Stories. В игре будут два протагониста, а главными героями станут любовники Лусия и Джейсон, которые проворачивают серию дерзких ограблений. Как и в GTA 5, игроки смогут в любой момент переключаться между протагонистами. Rockstar Games обещает эволюцию в серии. Разработчики говорят, что игроков ждет самая большая и иммерсивная GTA за все время. Релиз игры состоится в 2025 году. GTA 6 пока анонсировали только для PS5 и Xbox Series. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен на нашем YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь